Продолжит наш эфир брифинг по эпидобстановке в Якутии. Узнаем актуальную информацию по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в регионе, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Текущая эпидситуация. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории республики на 10 мая 2021 года характеризуется наличием 115 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске, столице нашей Родины, республики, зафиксировано 65 случаев. Большое количество случаев также продолжает фиксироваться и вызывает вопросы в Мегино-Кангаласском районе, в котором сейчас работает усиленная группа для предотвращения распространения инфекции. Увеличилось количество случаев в Верхневилюйском, Ангинском, Улусах. У них фиксируется в Вилюйском 6 случаев, в Ангвимском 5 случаев. В Чарапчинском и Нерингринском районах по 4 случая. 3 случая фиксируются в Усть-Алданском районе и по 1 случаю фиксируется в Горном, Кобейском и Среднеколымских районах. Сегодня я бы хотела обратиться к жителям районов Республики Улусов и города Якутска. Я прошу обращать ваше внимание на необходимость экстренного обращения в учреждения здравоохранения республики при всех случаях непосредственно острых респираторных заболеваний. Как уже отвечала, Министерство здравоохранения республики, меняется картина течения самого заболевания, в связи с чем все признаки ОРВИ должны находиться под медицинским наблюдением для того, чтобы не утяжелять в последующем само лечение заболевания. На настоящий момент заболевшие по республике Саха-Якутия большое количество у нас на настоящий момент именно тяжелых больных. И, соответственно, нагрузка на санитарную авиацию сегодня увеличилась у нас в разы. За сутки мы также проводим исследования на новую коронавирусную инфекцию. Проведено 1431 исследование. В целом по республике Саха-Якутия обработано 1 069 454 теста на новую коронавирусную инфекцию. В республике продолжается вакцинирование населения. В целом поступило за весь период 136 084 дозы вакцины против новой коронавирусной инфекции. Вакцинация проходит во всех учреждениях здравоохранения по мере поступления вакцины по записи. Сегодня у нас уже первую вакцину получила 111 240 человек. И, соответственно, от общего количества вакцин уже вакцинировано 81,9% населения. Республика также остается в числе тех субъектов Российской Федерации, которые у нас относятся к категории субъектов, в которых достаточно хорошими темпами идет вакцинация. И мы еще раз призываем к вакцинированию от новой коронавирусной инфекции, что позволит, соответственно, и быстрее выработать коллективный иммунитет, в том числе в Республике Саха-Якутия. На 10 мая 2021 года активно получают прививку в городе Якутске, Кобяйском, Среднеколымском, Татинском, Хангаласских улусах. Нас не удовлетворяет на настоящий момент темпы вакцинирования с учетом имеющихся вакцин в Ленском, Нюрингринском, Алекминском, Намском и Сунтарских улусах. И, соответственно, с руководителем оперативных штабов и руководителем учреждений здравоохранения в данном направлении проведена соответствующая работа. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, в целях предотвращения распространения вируса вчера был подписан указ главы Республики Саха-Якутия, на основании которого приостановлена деятельность аттракционов, независимо от того, где они находятся, в парках культуры и отдыха, либо же за их пределами. Готовится и соответствующее решение о приостановлении различного рода организованных мест отдыха детей, это в виде детских комнат и мест развлечения детей. Основной упор на настоящий момент по картине заболевших на настоящий момент у нас угрозу представляют дети. Если исходить из сложившейся ситуации, то в республике мы впервые открыли дополнительные койки для инфекционного стационара именно детского. В связи с этим на настоящий момент
Готовится решение, и сегодня выйдет решение, и оно будет приниматься по каждому району в отдельности. Сегодня выйдет решение о дистанционном обучении детей в школах города Якутска, за исключением тех классов, которые являются выпускными, для которых в соответствии с нормами будет организовано соответствующее безопасное продолжение обучения и подготовка к единым государственным экзаменам и иным итоговым экзаменам. Как вы помните, Министерство просвещения и науки и Министерство науки Российской Федерации установило ряд новых правил сдачи итоговых экзаменов, о которых, естественно, уже родители все знают. Уважаемые жители города Якутска, я обращаю ваше внимание на то, что сегодня внимание к детям должно быть достаточно повышено. В тяжелом состоянии в детской инфекционной больнице у нас находятся сегодня 2 ребятишек. Они находятся на реанимационной поддержке 8 и 11 лет. В связи с этим огромное внимание и, соответственно, ответственность должна возлагаться, в том числе и возлагается сегодня на родителей, которые должны обеспечивать безопасность как свою, так и своих детей. Кроме того, указом главы Республики Саха-Якутия в целях стимулирования вакцинации предлагается работодателям включить в коллективные договора правила, по которым за привлечение на вакцинацию и вакцинирование работников 2 дня отдыха, соответственно, с рамками трудового законодательства. Для крупных оптовых баз предлагается вернуться к графику санитарных уборок с 8 до 12 с закрытием объекта по воскресенье. Соответствующий указ подписан вчера, и, соответственно, с сегодняшнего дня он начинает действовать, в связи с чем и начинаются усиливаться и проверки в этом направлении. Кроме того, я напоминаю о тех ограничениях, которые уже действуют на территории Республики Саха-Якутия. Для всех учреждений бюджетной сферы на территории республики остается действующим удаленный режим работы не менее 50% работников бюджетной сферы. Напоминаю, что на территории республики, как для тех, кто их организовывает, так и для тех, кто, ходит в эти учреждения, приостановлена деятельность ночных клубов, караоке-залов и иных аналогичных объектов развлекательных и досуговых учреждений. Соответствующая ответственность предусмотрена действующим законодательством. На настоящий момент подобного рода учреждения, оказывающие услуги и по ночным клубам, караоке-залам, аналогичным объектам, уже получали предостережение, следующие в соответствующем правовом статусе будет ставиться вопрос о приостановке их деятельности. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, я хочу обратить внимание на то, что те организации, которые действуют сегодня, они должны в своих требованиях соблюдать те правила, которые установлены как указом главы республики, так и соответствующими рекомендациями Роспотребнадзора на территории Республики Саха-Якутия. Наиболее посещаемыми местами для нас сегодня многих стали туристические базы. Однако необходимо обратить внимание на то, что туристические базы действуют в строгом соответствии с правилами от 50% наполняемости до изолированного, соответственно, проживания людей в целях того, чтобы, а также фиксации всех тех, кто на той или иной туристической базе находится. По инцидентам, которые появились в сети интернет вчера, на 9 мая, по одной из туристических баз на территории города Якутска возбуждается административное производство для привлечения, соответственно, к ответственности. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, нам очень бы всем хотелось непосредственно, чтобы ковид ушел в прошлом году. Нам бы очень всем хотелось для того, чтобы меньше людей болело. К сожалению, непосредственно очень многое зависит и не от нас. Главное сегодня всем вместе, соблюдая нормы, побороть эту болезнь. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба об актуальной эпидобстановке, а мы переходим к выпуску новостей. До границы ледохода с республикой 407 километров. О гидрологической обстановке на реках Якутии нам расскажут наши коллеги из Ленска.
Программа переселения из ветхого и аварийного жилья активно развивается в регионе. Сколько граждан получили новые квартиры? Школьники из Алекминска выступили со спектаклем о годах Великой Отечественной войны. В Якутии растет число заболевших коронавирусной инфекцией, несмотря на принимаемые меры. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев на заседании Республиканского оперативного штаба. Он потребовал усилить работу с муниципалитетами. Это связано с несоблюдением мер санитарной безопасности в общественных местах. Многие граждане не носят маски, игнорируют социальную дистанцию, собираются большими группами. Все это приводит к росту инфекции. Коронавирусом стали болеть дети. Зафиксированы единичные случаи заболеваемости после получения вакцины. Также подтверждены повторные случаи заражения. Жители Якутии должны очень ответственно подходить к своему здоровью и к здоровью окружающих. Глава призвал усилить работу по всем направлениям. Гидрологическая обстановка на территории Якутии развивается согласно прогнозам. До границы ледохода с республикой остается 407 километров. Первыми его традиционно встречают в Ленском районе. Там сейчас находится наша съемочная группа. Петр Васильев на прямой связи со студией. Петя, когда ленчанам ожидать приход ледохода? Кристина, здравствуй. В эти дни все жители города смотрят в сторону дамбы и с опаской, некоторой тревогой даже ожидают приход в город ледохода и, возможно, даже большой воды. А мы сейчас находимся в самом центре города, не случайно здесь, возле памятника своеобразного одного из символов города. Этот монумент был установлен сразу после паводка 2001 года, когда вода в городе, вот в этой одной из самых высоких точек, достигала высоты второго этажа жилого дома. Ну а сейчас касательно ситуации. Активная фаза ледохода проходит на территории Иркутской области. Граница с Якутией она подойдет 12-13 мая. При этом на ряде рек и притоков в Ленском и Алекминском районе уже наблюдается движение льда и повышение уровней воды. О том, как сейчас обстоит ситуация на этих территориях и какой прогноз вообще в целом по другим большим рекам, нам расскажет руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина. Ксения, добрый день. Что сейчас происходит на наших больших реках и притоках Лены? Ну, как вы уже сказали, у нас активная фаза ледохода проходит на территории Иркутской области, это по реке Лена. На ее левом притоке, на реке Инюе, наблюдается редкий ледоход. На реке Алекма, это ее правый приток, наблюдается густой ледоход. За сутки он прошел уже 100 километров. В ближайшие сутки-двое мы прогнозируем выход волны в устьевой части реки. На реке Вилю и Алдан у нас наблюдается повышение уровней воды. На реке Амга наблюдается ледоход протяженностью 423 километра. Он проходит по территории Алданского и Амгинского района. В ближайшие сутки-двое он продолжит свой ход на территорию уже Амгинского и Чурапчинского районов. На реках Яна, Индигирка и Колыма сохраняется зимний режим работы. В связи с наступлением паводкового периода звенья Якутской территориальной подсистемы РСЧС на территории Ленского, Амгинского, Алданского и Алекминского районов переведены в режим повышенной готовности. Ксения, а есть ли вероятность того, что ледоход на Лене пойдет частями, то есть какие-то притоки вскроют, ну и разобьют большое ледовое поле на несколько частей? В связи со скоростью прохождения ледохода на притоках Лены, да, основных, это по левому и правому притоку, действительно такая вероятность имеется. В случае того, что если ледоход пройдет у нас частями, оперативная группа, которая находится сейчас в городе Ленске в составе 18 человек, будет разделена на две части. И часть спасателей, соответственно, с органами управления будет перенаправлена в город Алекминский, в дальнейшем уже в город Якутск. Спасибо. Кристина, я напомню, что сейчас в городе переброшены дополнительные группы МЧС, и все находятся в полной готовности к безопасному прохождению паводка. У меня на этом все. Кристина, тебе слово. Спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Петр Васильев. А мы продолжаем. За последние годы программа переселения из ветхого и аварийного жилья начинает приносить большие результаты. Теперь получить новую квартиру и осуществить свою мечту возможно в любом населенном пункте республики. Подробнее в сюжете с Рагаланой Неустроевой.
За 20 лет в республике было построено 8 миллионов квадратных метров жилья. Так уже 33 тысячи человек бесплатно получили новые квартиры. И это только начало. Всего за последние 2 года было построено 60 многоквартирных домов по программе переселения из аварийного жилья. До 2025 года новые квартиры получат 56 тысяч человек. Новый дом, в котором жители села Казачьего стали обладателями квартир, был введен еще в январе этого года. При этом, по словам застройщика, опередить срок сдачи удалось практически на год, благодаря чему заехать в новые квартиры можно прямо сейчас. Мы начали вот этот комплекс застраивать в 2018 году, начали устанавливать свайное поле, и весной 2020 года мы уже стали дома готовить на сдачу. Домостроительный комбинат каждый год участвует в программах переселения, то есть у нас и 203-й квартал, и воинская часть, и здесь, то есть мы каждый год участвуем в программе переселения из ветхого аварийного жилья. Дом в Казачьем, откуда переедут новые жильцы, был признан аварийным 2 года назад. Обошлось без извечных тяжб. Здесь постаралась администрация района. Однако, как признаются жители аварийного жилья, в том, что они могут переехать в Якутск по программе расселения, верилось с трудом. Сказали, что аварийный дом, и мы получим в Якутске квартиру. Еще ничего не оформляли, мы просто копию паспорта дали, и все. Попросили нас. Ничего не говорили, мы просто сказали, в Якутске будет квартира, и все. Мы даже сами в шоке были. На сегодняшний день необходимо ликвидировать более 1 150 000 квадратных метров аварийного жилья в республике до сентября 2025 года. Так, чтобы стать участником программы, муниципалитету необходимо направить заявку в дирекцию жилищного строительства с уже готовым списком собственников. Механизмом реализации программы является, это у нас 4 способа. Это приобретение, у застройщика в строящемся доме, вот как, к примеру, вот этот дом. Приобретение у застройщика в введенном доме, приобретение квартиры на вторичном рынке и выплата возмещения собственникам изымаемых жилых помещений. Объемы, начиная с 2021 года, очень увеличены. Я имею в виду в части исполнения целевых показателей. До конца этого года мы должны ликвидировать еще плюс 215 000 метров, что накопительным итогом составит 325 000 метров аварийного жилья до 1 января 2022 года. В случае с нашими героями их квартиры будут находиться на балансе Устьянского района с возможностью дальнейшей приватизации собственникам. В очереди на жилье стоят еще 2 семьи, которые также получат квартиры в Якутске уже в этом году. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Второй легкоатлетический забег вокруг озера Ильмень состоялся в Новгородской области. Он посвящен 76-летию Великой Победы и памяти якутских солдат, сражавшихся на новгородской земле. За 4 дня спортсменам удалось пробежать 264 километра. Инициатором проекта выступил заслуженный работник физической культуры и спорта Якутии Дмитрий Горохов. Деревня Устрика, Великий Новгород, Старая Руса. Маршрут пролегал по местам боевой славы якутских солдат. Среди участников забега потомки победителей, участников Великой Отечественной войны, якутяне и новгородцы. Вокруг Ильменя спортсмены пронесли факел, зажженный от вечного огня Якутска. Финишировали участники у гранитного обелиска в виде якутской урасы. События на Ильмене являются одной из самых трагических страниц в истории Якутии. Только с февраля по март 1943 года при форсировании озера и других боевых операциях там погибли более 400 якутян. Мы приехали сюда, на новгородскую землю, чтобы почтить память Дениса Хрисанфовича Скрябина. Этот человек являлся первым директором нашей же тайской школы. И в годы Великой Отечественной войны, несмотря на свой бронь, ушел воевать на фронт. В этом году принимали участие не только якутяне, но и старорусские и новгородские спортсмены и наши ребятишки. Кто, как не вы, показываете пример всем, что у нас не только память, но и спорт во главе. Хочется сказать слова благодарности за все то, что для нас сделали наши деды, наши прадеды. Память о Великой Отечественной войне должна оставаться в сердцах, но для этого надо понимать, каким было это время. Ребята из Алекминского класса театра показали спектакль о тех годах. Хочется верить, что он затронул не только их актерские таланты, но и сердца.
Спектакль, поставленный выпускным классом театра школы искусств, затронул самые важные вопросы – как передать юному поколению память о тяжелых годах Великой Отечественной войны. Во время работы я поняла, что наши дети уже настолько эта история уходит глубоко в прошлое, что они мало себе представляют, через что пришлось пройти нашим дедам, прадедам. И мне очень до глубины души обидно, и я не хочу, чтобы это забывалось и уходило в прошлое. Ребята очень старались. Сложно передать эмоции, которых в их жизни просто не могло быть. Самое главное, они поняли, каким было детство их ровесников в 40-е. Ну, немножко грусти. Грусти испытала и так далее. А почему грусть? Потому что дети голодали в те времена. Понял, о чем ты? Вот о чем, как ты думаешь, спектакль? О войне и от детей, которые сидели в подвале в голоде, терпели всю эту боль. Нет деления на хорошие и плохие, убеждена педагог школы искусств. Все зависит от того, что дают детям в семьях и в окружении. Потому что считается, что современные дети сейчас, они какие-то вот как бы, легкие, как бы не такие они вдумчивые, не такие они ответственные. На самом деле дети у нас хорошие, их просто надо правильно направлять. Действительно, им сложнее. Ведь большинство уже не застало в живых своих прадедушек. Их видение основано лишь на уроках истории и фильмах. Тем не менее, они знают, от них зависит, жить ли этой памяти. Столько людей, детей умерло. И, я думаю, что сейчас наше время, не каждый этого понимает, потому что сейчас уже тепло, да, другое время. И мы хотели показать, как жили дети в то время, каково им пришлось. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Как прошло празднование Дня Победы в Аймиконском районе, смотрите далее. Несмотря на ненастную погоду и объявленные ограничения, на Уснерской площади Победы состоялся митинг с участием официальных лиц. День Победы для меня и для моей семьи – это самый главный праздник в году. То есть как-то у нас так сложилось, наверное, годами, что никакой праздник мы не отмечаем так, как отмечаем День Победы. Это поистине такой патриотический и душевный праздник, который трогает сердца каждого. Несмотря на то, что сегодня погода нас не радует, мы все равно приходим и мы будем приходить. Даже несмотря на то, что нам запрещает и пандемия, мы все равно пришли. Надо отметить, что жители Аймиконья приняли активное участие во всех праздничных федеральных проектах в формате онлайн. А лучшие волонтеры Победы поздравили ветеранов. Время безжалостно и неумолимо. Редеют ряды наших ветеранов. В нашем Аймиконском районе осталось 21 ветеран. 20 ветеранов Трудового фронта и одна вдова участника Великой Отечественной войны. В связи со сложившейся обстановкой вчера и сегодня ветеранов поздравляют волонтеры Победы. Хочется пожелать всем нашим ветеранам, детям войны, доброго здоровья, внимания и заботы родных и близких, и как можно больше радостных и счастливых дней. Служба «Такси Минутка» выступила организатором местного автопробега. И вот по улицам Уснеры под музыку двинулась колонна украшенных флагами автомашин. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснер. На этом выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты следят за развитием событий.